В Северной Осетии состоялась первая всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Называлась она «Православная церковь в социально-культурных процессах России. История и современность». Организаторами научного форума выступили Владикавказская епархия, Владикавказское православное духовное училище и Северо-Осетинский государственный университет имени Костахи Тагурова при поддержке администрации Владикавказа. Впервые празднование Дня славянской письменности и культуры в Северной Осетии приняло столь широкие научно-просветительские масштабы. Участниками конференции стали церковные деятели и ученые из Москвы, Мурома, Владимира, Ярославля, Ставрополя, Пятигорска и Северной Осетии. Активное участие в работе конференции приняло духовенство Владикавказской и Махачкалинской епархии, студенты светских и духовных учебных заведений. Открывая конференцию, владыка Зосима подчеркнул апостольский труд святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Подвиг равноапостольных Кирилла и Мефодия заключается в том, что они были великими просветителями. А просвещение – это то явление, которое разгоняет всякую тьму, невежество. И невежество является вообще корнем всех бед. Слово, как и любовь, это непростые вещи. Они имеют великую созидательную силу. Правильно направление их использовать, как учит Кирилл и Мефодий, то это великая сила. Это не просто какой-то звук, как мы привыкли. Слово – начало всех начал. Правящий архиерей выразил благодарность за активное участие в организации конференции епархиальному отделу образования и катехизации, Владикавказскому духовному училищу, администрации города Владикавказ и Северо-Осетинскому государственному университету. В докладах были подняты вопросы сохранения наследия поколений, важности введения православных стандартов в сфере образования, высказаны предложения по внедрению национального архитектурного компонента в современном храмовом зодчестве. Вторая часть конференции прошла в 3 секционных заседаниях. Православные ценности в русской литературе и языке, просветительская деятельность православной церкви на Северном Кавказе и проблемы воспитания личности в духе православия. Участники с большим интересом слушали доклады и активно обсуждали высказанные тезисы. Подводя итоги секций, участники выразили уверенность, что первая всероссийская научно-практическая конференция «Православная церковь в социально-культурных процессах России. История и современность» внесла свою лепту в дело становления христианства в Осетии. Петр Павлов, Татьяна Изеева, Игорь Барабанщиков, пресс-служба Владикавказской и Махачкалинской епархии, специально для телеканала «Союз».